Центральный хурул Калмыкии восстановил 3 важных и священных для калмыков знамени. Это Дайчин Тенгри, знамя Сельбейн Сайнка и знамя, дарованное императрицей Елизаветой Петровной калмыцкому хану Дундук Даши. По этому случаю монашеская община Золотой обители Будды Шакьямуни провела торжественный молебен, освящение реликвий, презентацию фильма и книги. Подробности в материале Натальи Чемидовой. Во все времена в истории народов боевое знамя занимало особое место в представлениях о чести и доблести. Огромное значение воинской реликвии сохранялось и у древних айратов и калмыков. Сегодня удалось восстановить 3 важных калмыцких знамени. В стенах главного буддийского храма республики состоялось их освящение, в котором принял участие и глава региона Бату Хасиков. Честно скажу, что в пик своей профессиональной карьеры, когда я выходил на соревнования под нашу народную песню «Ченду», безусловно, ощущал колоссальную ответственность на своих плечах. И так как по наитию мне было интересно история значения Дайчин Тенгри, история происхождения этих знамен, символов нашего народа, и меня это вдохновляло, уверен, что мне это в прямом смысле придавало сил. Дорогие земляки, хочу отметить неоценимый вклад нашего молодого ученого, исследователя Геннадия. Вы большой молодец, потому что, да, конечно, на протяжении всех этих лет было немало попыток изучить этот вопрос. Это делали российские ученые, зарубежные. Но чтобы так фундаментально занялись этим вопросом, кропотливо, ответственно, в принципе, насколько я знаю, этого никто не делал. Поэтому, Геннадий Бадрович, вам огромное спасибо за этот труд. Работа по восстановлению калмыцких знамен длилась на протяжении нескольких лет. Представители Центрального хурула, калмыцкие ученые, художники, общественные деятели объединились ради общего дела. Как отметил старший администратор Золотой обители Будды Шакьямуни Ян Тенгелюнг, большой проект осуществлен благодаря грантовой поддержке Министерства спорта и молодежной политики республики. Конечно, было много переживаний, сможем ли мы его реализовать, поскольку материалов по этим знаменам не так много, как хотелось бы. Но все-таки мы взялись за этот проект и нашли необходимые материалы, нашли необходимые сведения нужные. Это не только фотографии самих знамен, да, нужны обязательно были описания знамен, нужны были священные тексты, которые были написаны на знаменах, нужны были тексты ритуалов, проводимых, посвященных Дайчин Тенгри, и многое-многое. То есть это была прежде всего огромная исследовательская работа. Сегодня состоялось историческое событие, которое я искренне верю в это и надеюсь, что это станет такой отправной точкой для нашего счастливого будущего нашего народа. В этот проект вошла и презентация книги молодого ученого Геннадия Корнеева «Священные знамена айратов и калмыков». Интересное по содержанию и иллюстрированию издание вышло тиражом в 1000 экземпляров. Символ знамени для нас всех – это прежде всего символ нового объединения не только калмыков, но и всех народов России. Исторически знамена у всех народов мира, в том числе у наших предков, были символами не только военных побед, борьбы, доблести, чести воинской, но также в самые древние времена огромное количество различных племен собирались под сенью своих знамен для того, чтобы организовывать или образовывать народы. А потому воссоздание этих исторических знамен, важнейших знамен для истории айратов и калмыков, я глубоко убежден в том, что послужат причиной для объединения калмыцкого народа, для возрождения его духа, для ответственности за свою республику, за свой народ, за свою землю, за вообще всю Большую Российскую Федерацию. Мне очень симпатичная идея, что знамена не просто изучает Геннадий, но он их реконструирует. То есть это идет не только возрождение культурных и военных традиций, но и дает повод к тому, чтобы снова обратиться к великому айратскому духу. Помнить, что айраты,
калмыки, современные калмыки, потомки великого народа, который сыграл огромную роль в истории не только нашей страны, Российской Федерации современной, но и в истории Северной Евразии в целом. И эта книга – это как раз вот шаг, очередной шаг к возрождению вот этого интереса общества, особенно молодежи, к истории своего народа. Восстановление 3 священных знамен, новая книга «Священные знамена айратов и калмыков» – это еще один шаг к возрождению духа калмыцкого народа и важный вклад в великое дело сохранения исторической памяти. Наталья Чемидова, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».